В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Штормовое предупреждение в Ленске. Жителей района призывают быть бдительнее. Еще одно уголовное дело. На главу Усть-Майского района следователи возбудили уже третье дело по новым эпизодам. В Нерюнгри врачи борются за жизнь парашютиста. Сотрудник авиалесоохраны разбился во время тренировочных прыжков. 9 из 10 детей будут устроены в детские сады в Мирном. Глава города Мирный в интервью нашему телеканалу о перспективах строительства детских садов. И у детей с инвалидностью есть будущее. В коррекционной школе Алданского района находят пути профориентационной работы. В Ленском районе объявлено штормовое предупреждение. 14 апреля, по прогнозам специалистов, на территории района ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду и мокрый снег. Из-за погодных условий могут быть перебои в подаче коммунальных услуг. Также возможно нарушение транспортного движения на дорогах местного и республиканского значения. Состояние парашютиста, который разбился в Нерюнгринском районе, врачи оценивают как тяжелое. У 49-летнего мужчины множественные переломы. ЧП произошло во время тренировочных прыжков в районе поселка Чульман. У сотрудника авиалесоохраны не раскрылся основной парашют. Он был вынужден применить запасной, но высота оказалась недостаточной, чтобы погасить скорость. Парашют раскрылся на расстоянии нескольких метров от поверхности земли. Мужчина упал в сугроб и получил политравму. Парашютиста госпитализировали в отделении интенсивной терапии в Нерюнгри. Сейчас он находится в реанимации. Ему сделали 2 операции. У него поврежден позвоночник. Очень тяжелая травма. Это самая основная у него тяжелая травма. И у него травматический шок. Сейчас мы стабилизируем его состояние. Ему предстоит еще несколько операций для восстановления. Да? В данный момент эти операции будут проведены после стабилизации состояния. Состояние тяжелое, но стабильное. Он находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром в Якутске произошло крупное ДТП. На автостраде 50 лет октября столкнулись автомобили Toyota Wish и грузовик. Примечательно, что при проверке документов одним из пострадавших оказался нелегальный мигрант. А после разбора манипулятор, который эвакуировал Wish, также совершил здесь же аварию. В столь непростой ситуации разбиралась Сарглана Федорова. В пересечении улиц автострада 50 лет октября и Севастопольская. Водитель Toyota Wish не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком. Затем по касательной задел маршрутный автобус номер 20. По предварительным данным установлено, что виновник аварии – водитель Toyota Wish. В результате происшествия никто не пострадал. Единственный пострадавший у нас водитель Toyota Wish. Это непосредственно виновник ДТП. Пострадал, но скорая забирать его отказалась. Боли в грудной области есть. Далее будет обращаться. По левой полосе за самосвалом. Справа от меня автобус ехал. Я начал обгонять автобус и хотел перед ним перестроиться. И получилось, что просто я между ними не успел, Автобусом номер 20 управлял гражданин Кыргызстана. Выяснилось, что у водителя отсутствует страховой полис и разрешение на предпринимательскую деятельность. Водитель автобуса попытался пересесть на пассажирское место, но далее все равно был установлен. Он попытался посадить за руль своего брата. И при проверке у него также выяснилось, что отсутствует регистрация. По адресу он не проживает, также подходит под санкцию статьи 18.8. Все, далее будет доставлен в отдел ФМС для дальнейшего разбирательства. Движение с кругового перекрестка на Дзержинского до места происшествия было затруднено с раннего утра почти до обеда. После загрузки поврежденной Toyota Wish в манипулятор все устаканилось. Чуть позже на этом же перекрестке водитель манипулятора, который забрал Toyota Wish, забыл опустить стрелу, в результате чего сломал объект светофора и линии электропередачи. К счастью, в этот момент на пешеходном переходе людей не было. Как только ДПС сообщила, сразу же приехали восстанавливать. Постараемся в районе часа, может, 2
исправить. Инспекторы составили протокол административного правонарушения. Конечные результаты происшествия будут известны позже. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. В отношении главы Усть-Майского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, в 2016 году Юрий Боярский инициировал заключение с индивидуальным предпринимателем 3 фиктивных муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог в районе. Общая сумма составила около 2 миллионов 700 тысяч рублей. При этом глава сообщил индивидуальному предпринимателю, что работы ему выполнять не требуется, а поступившие денежные средства необходимо будет перевести на другие расчетные счета, которые ему сообщат. На период следствия Боярский заключен под стражу. Расследование продолжается. На Валданском районе начальник участка строительной компании осужден за попытку дачи взятки. Районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении начальника участка компании «Стройпроект Сервис». Судом установлено, что летом 2017 года алданские полицейские выявили нарушение миграционного законодательства, в связи с чем составлены протоколы об административном правонарушении. И чтобы уйти от ответственности, начальник участка предложил полицейским взятку в размере 160 тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с назначением штрафа в размере 800 тысяч рублей. А компанию оштрафовали на 1 миллион рублей. Главам районов поручено возглавить комиссии по чрезвычайным ситуациям в своих муниципальных образованиях. Необходимо принять все меры по подготовке и прохождению весенне-летних паводковых вод и лесным пожарам. В республике в зону возможного подтопления попадают 123 населенных пункта. В случае образования опасных заторов льда произведутся взрывные работы и все необходимые мероприятия с населением. Задача муниципалитетов у нас своевременная оповещение населения, работа с населением, особенно с охотниками и с рыбаками. Значит, потому что в период как раз ледохода у нас, как правило, идет лед утки. Значит, ну и, соответственно, у нас все охотники оказываются заложниками данной ситуации. Поэтому традиционно, как все привыкли, эвакуации вертолетом каждого охотника такого не будет. Либо за счет средств охотника, либо за счет средств муниципалитета. Ради бога, хотите поохотиться, значит платите за обратную доставку. Что касается пожароопасного сезона, то он начнется в конце апреля, начале мая. Этот период в Якутии будет относительно сухим. Июнь-июль по-прежнему жаркими, что, возможно, приведет к возникновению ряда лесных пожаров. Для недопущения ЧС привлекут более 4000 человек и более 1500 единиц техники. Считанные дни остаются до закрытия автозимников. Северный и арктический районы успевают принять последние грузы. Как в республике завершается работа по завозу в нашем следующем сюжете. На севере каждый второй заядлый охотник и рыбак. Здесь почти во всех гаражах рядом с авто бураны. За ценами на топливо многодетный отец Александр Филиппов из Жиганска следит внимательно. Опасается роста тарифов. Ну, завоз вроде нормальный. Бензин всегда есть в наличии. За литр бензина сейчас просят заправка Саханнефть газ будет 50 рублей. Говорят, еще повышение будет. Не знаю, как дальше будет, посмотрим. А так качество топлива вроде нормальное, ничего, машина ездит. В северных и арктических улусах завоз традиционно проходит непросто. В этом году ситуацию осложнила погода. Неожиданно теплая. Зимники в колымскую группу улусов открылись позже сроков. Но тем не менее, с учетом того, что у нас все дорожные предприятия нормально отработали по своим срокам, по открытию содержанию автозимников, такие сложные участки, как Нижнеянск, Усть-Куйга, Батагай. Далее, значит, направление у нас по Ивано-Батантайскому району, по Момской группе, Нижняя Колыма, Средняя Колыма обеспечена своевременная доставка всех грузов. Самая острая ситуация с завозом нынче стояла в Среднеколымском районе. Уголь продолжают доставлять с учетом запасов. Впрочем, нужно успеть доставить во все северные и арктические районы. Все объемы должны быть завезены до конца апреля текущего года. В основном сейчас осталось завести объемы топливно-энергетических ресурсов для нужд северных и арктических улусов, таких как Анабарский, Алайховский, Абыский, Момский, Среднеколымский и Нижнеколымский.
Пошли в плюс. Объем запланированных правительством республики грузов 644 тысячи тонны. Завезено уже 658 тысяч. Это связано с изменением схемы завоза с водного транспорта на наземный. Также в этом году добавлена техника, работающая на автозимниках. Так, только на дорогах в Среднеколымском Улусе вместо постоянных 30 нынче работали 50 единиц техники. Эту тенденцию правительство республики планирует поддерживать и в дальнейшем. Сарглана Захарова, Анна Васильева, Мария Аполлонова, Семен Семенов. Управление дорог Вилюй сообщает, что, исходя из фактического состояния льда, погодных условий в целях обеспечения безопасности, с 16 апреля все ледовые переправы федеральной автомобильной дороги Вилюй подлежат закрытию, и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. Но тем временем, в связи с закрытием автозимника Якутск-Нижний Бестяг перевозом пассажиров займутся воздушные подушки. Как будет построен маршрут и какие расценки в этом году установят для пассажиров, расскажет Дмитрий Тымыров. Воздушные подушки будут работать уже с 15 апреля. Официальной перевозкой пассажиров будет заниматься общество с ограниченной ответственностью «Лена Транс». Стоимость проезда у них будет составлять 1000 рублей. Они будут работать с 8 часов утра до 19 вечера по мере заполнения. Сегодня руководство организации вместе с капитанами судов провели тестовый запуск. Для того, чтобы быть уверенными в дороге, в технике, проверка. Содержать такую технику в исправном состоянии задача непростая. За один сезон техника может прийти в негодность. Работа зависит от множества факторов. Износ ходовой части, износ узлов, агрегатов. То есть, это все техника, она, понимаете, мы не можем предвидеть, когда данная железячка сломается какая-то. Это бывает от мелочи до серьезных поломок. Первые суда на воздушных подушках начнут курсировать из 202-го микрорайона уже в эти выходные. В первое время курсировать будут 2-3 судна. После, по мере надобности, количество увеличится. Остается надеяться, что в этом году цены на проезд кусаться не будут. Если будет примерно 1500 рублей, то хорошо. В прошлом году цены достигали до 2000 рублей. Надеемся, что и в этом году цены не будут выше 1500 рублей. До 20-х чисел апреля все ледовые переправы по республике закроются. Столичные, возможно, уже в эти выходные. Хатас-Сапаловск комиссия должна выехать 16 апреля по Якутску, Нижний Бестяг, по ледовой переправе. Это эксплуатирует у нас федеральное учреждение Вилюй. У них планируется выезд 15 апреля. Поэтому вот в эти сроки, исходя из толщины льда и так далее, будет принято решение, комиссионное решение по закрытию ледовых переправ. На этих участках уже со следующей недели будут круглосуточно дежурить инспекторы ГАИ, чтобы во время межсезонья водители не подвергали себя и своих пассажиров опасности. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Вместе за безопасность детей на дороге. Под таким названием сегодня прошла акция ГИБДД в Якутске. Быть внимательным, соблюдать скоростной режим, особенно осторожно проезжать места расположения школы и многую другую важную информацию хотели донести до участников дорожного движения правоохранители. В ходе акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, проводили разъяснительную работу с водителями и вручали участникам дорожного движения, в том числе и пешеходам, флаеры с соответствующей информацией. 32 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано. Это связано с детьми. За какой период? Да, за этот период. За этот период. И при этом 33 ребенка получили травмы. В этом году. И 3 погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Это страшные цифры, да? Если сравнить с прошлым годом, то в прошлом году в это время такого количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых не было. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на Якутии-24. Фестиваль «Звездная собака» состоится завтра у привокзальной площади аэропорта Якутск. 9 из 10 детей будут устроены в детские сады в Мирном. Глава города в интервью нашему телеканалу о перспективах строительства детских объектов. И у детей с инвалидностью есть будущее. В коррекционной школе Алданского района находятся в пути профориентационной работы. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск.
Руководство компании «Алроса» пересмотрело планы по избавлению от непрофильных активов. Взвесив все «за» и «против», менеджмент решил самостоятельно развивать дочерние структуры. Напомним, что прежнее руководство алмазодобывающей компании приняли программу, согласно которой те направления, которые напрямую не связаны с добычей сырья, должны быть распроданы. Кто перестал быть непрофильным активом, расскажет Роман Муконин. В «Алросе» приняли принципиально важное решение. Руководство компании пересмотрело существовавшие планы в отношении 4 своих дочерних предприятий. Менеджмент компании недавно убедил совет директоров, что такие компании, как «Алроса Авиа», «Алроса Газ», «Светлинская ГЭС» и «Алроса Лена» являются нашими фактически производственными подразделениями. Мы не рассматриваем целесообразность или возможность их реализации в ближайшие годы. Но вместе с тем, по всем этим компаниям должна быть четкая стратегия развития, должна быть максимальная прозрачность. Чтобы понять причину такого решения, нужно посмотреть на финансовые показатели этих предприятий. За последние несколько лет авиация «Алроса» сумела выйти из убыточного состояния и стала приносить прибыль. Предприятие активно развивается, занимая свободные ниши на всех маршрутах внутрироссийских перевозок, по максимуму используя возможности авиапарка. В Западной Якутии нужна авиация, и авиация не разовая, а довольно-таки мощное предприятие, которое позволяет решать множество задач. Ведь мы не перевозим только одних пассажиров, мы перевозим большое количество грузов. Не только те плановые грузы, которые перевозятся в определенном запланированном уже порядке, а и то, что появляется срочное при выходе из строя какого-то оборудования, при каких-то аварийных ситуациях. Светлинская ГЭС – главный поставщик энергии для «Алроса». Продать ее значило бы попасть в зависимость от сторонних организаций, тем более, что предприятие приносит доход. Только за прошлый год их чистая прибыль составила 900 миллионов рублей, да и перспективы развития у объекта хорошие. Мы сможем продавать электроэнергию и в Южную Якутию, и в Иркутскую область, в которой в восточных районах которой есть дефицит мощности в связи с развитием золотоизвлекательной промышленности. «Алроса Газ» по праву стратегическое предприятие. Оно обеспечивает газом 8 населенных пунктов района и все котельные Мирного. При численности персонала в 416 человек за прошлый год чистая прибыль «Алроса Газ» составила 42 миллиона рублей. И это не предел. Продажа этого актива могла негативно отразиться на теплобезопасности Алмазного края и поставить крест на многих проектах, в том числе на планах районных властей по газификации Удачного. Надо понимать, что новый собственник в первую очередь будет рассматривать наше общество в части развития в сторону силы Сибири. То есть это строительство газопровода до силы Сибири, строительство новых скважин. И никто не исключает, что, конечно, новый собственник свои инвестиции будет пытаться отбить на увеличение цены на газ для населения Мирнинского района. Все эти предприятия остаются в структуре «Алроса», а значит, работа по повышению их эффективности будет продолжена. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В городе Мирный дети в ближайшие 5 лет на 90% будут устроены в детские сады. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил глава города Клим Антонов. Проблему в столице Алмазного края решат благодаря большому объему строительства новых детских садов. В планах районных властей тоже строительство одного детского сада дополнительного. Это на 200 мест планируется, но это где-то в 2020 или 2022 году будет планируется построить детский сад. Ну и в планах строительства тоже в районной администрации школы на 990 мест, это в 25-м квартале. Мы в этом году там производим землеустроительные работы для того, чтобы район, Мирнинский район, смог бы привязать там строительство школы.
Завершился первый форум молодых промышленников Якутии. Ключевой темой форума было переосмысление текущего положения и дальнейший путь развития нашей республики. Для участников проводились тесты, также в течение 2 дней они соревновались в форсайт-сессии, в результате которой выявились самые перспективные специалисты, призеры и номинанты. Их и будут рекомендовать для зачисления в молодежный кадровый резерв Министерства промышленности и геологии республики и стать делегатами деловой игры «Министр». Мероприятие, конечно, полезное, в первую очередь для самих ребят, которые здесь приняли участие. Они в тесном общении за 2 дня. Надеюсь, что они переняли хороший опыт друг у друга. Ну и экспертное мнение они услышали сегодня. Надеюсь, что данное мероприятие будет иметь продолжение. Праймериз партии «Единая Россия» пройдет уже в это воскресенье. В сентябре определится состав 6-го созыва Госсобрания Илтумен. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» проведет предварительное голосование, в котором примут участие не только сторонники партии, но и все желающие. Так, всего было подано 210 заявлений, из них 79% это мужчины и 21% женщины. Средний возраст участников – 40 лет. В Нерингре прошел семинар для руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мероприятие прошло в рамках акции «День открытых дверей для предпринимателей». Цель – повысить уровень информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, а также правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Публичные обсуждения организованы территориальным органом управления Роспотребнадзора и совместно с администрацией города Нерингри. Мы проводим семинар-совещания с предпринимателями по вопросам организации проведения уличной торговли. Для того, чтобы повысить культуру и уровень знаний как в среде предпринимательства, так и среди потребителей. Сегодня сотрудники администрации главы и правительства Якутии провели субботник на улице Кирова. Убрали снег и наледь с тротуаров, собрали мусор. Мероприятие уже стало традиционным. На уборку выходят каждую весну. Грязи и мусора на улице уже не так много, говорят участники субботника. Даже добавили, что проведение таких уборок не ограничится только весенним периодом. Как знают все горожане, в городе начинается традиционный месячник по очистке города от снега. После нашей долгой зимы администрация, коллектив всегда активно участвует. Сегодня наш первый выход. Наш участок закреплен от улицы Кирова. Сегодня мы поработаем, мы берем тротуары ото льда, который снег стаял, уберем. Да? Но традиционно у нас несколько групп, и все лето будем участвовать во всех мероприятиях, связанных с уборкой города Якутска. Военкомату исполнилось 100 лет. В Якутске прошел торжественный вечер, посвященный столетию образования военных комиссариатов России. 8 апреля 2018 года появились окружные, губернские, уездные военные комиссариаты. В том же году, 23 февраля, была организована рабочая крестьянская Красная Армия. За эти годы военные комиссариаты и Красная Армия доказали, что способны поставить военные задачи по учету и мобилизационной подготовке. А сейчас в Якутии активно проводят работы, связанные с военно-исторической памятью, восстановлением памятных дат и имен. Именно задача мобилизационной готовности и последующие, и теперешние сегодняшние дни, она актуальна. Происходящие события в мире требуют, чтобы военные комиссариаты занимались планомерно мобилизационной подготовкой. Выбор, кем стать в будущем, у детей с интеллектуальной недостаточностью невелик. В коррекционной школе поселка Нижний Куранах Алданского района поставили акцент на профессиональное ориентирование. В процессе образования ребят овладевают навыками, которые им пригодятся в самостоятельной жизни. Какие специалисты выходят из стен школы, расскажет Татьяна Бахнина. Эти красавицы в национальных костюмах были созданы ученицами 8 и 9 классов коррекционной школы 8 вида поселка Нижний Куранах на уроках технологии. Коллекция кукол покорила участников и гостей республиканской выставки прикладного творчества. В марте месяце их возили мы на выставку в город Якутск.
В соседней мастерской работают юные плотники и резчики по дереву. Счет сувенирам и бытовым мелочам, созданным руками мальчишек, идет на сотни. А уж сколько предметов мебели получили здесь вторую жизнь, и вовсе не счесть. У них совсем другой склад ума. Они мыслят не так, как мы мыслим. У нас потому что дети с ОВЗ. Как показывает жизнь, интеллектуальная недостаточность компенсируется талантами иными. Раскрытию творческого потенциала воспитанников педагоги уделяют особое внимание. На уроках технологии и рисования ученики создают настоящие шедевры. Очень развиты в творчестве, но зажигаются они своими определенными работами. У них свои определенные таланты. Кто-то очень хорошо рисует, кто-то очень хорошо шьет. Чувство удовлетворения от завершенной работы, конечно, бесценно. Между тем, педагоги развивают у детей всевозможные навыки на перспективу. Выпускникам коррекционной школы открыты не все дороги, и, получая общее образование, они осваивают специальности, с которыми свяжут будущее. Помимо учебной деятельности у нас 12. В прошлом году было 24 кружка. Так как детей сейчас стало меньше, у нас работают 12 действующих кружков. Сегодня в коррекционной школе гранит наук грызут чуть более 70 ребят. В свободное от занятий время мальчишки совершенствуются в плотницком деле и изобразительном искусстве. А девчонки оттачивают мастерство в кройке и шитье, в кулинарии и дошкольной педагогике. Многие старшеклассницы планируют работать в детских садах помощницами воспитателей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Собаки в авиации не просто четвероногие друзья, но и настоящие ангелы-хранители. Они предотвращают взрывы, останавливают партии наркотиков. Именно четвероногие сыщики полетели первыми в космос. И только им посвящен фестиваль «Звездная собака», который состоится завтра у привокзальной площади аэропорта Якутск. В программе фестиваля конкурсы для хозяев и самих собак, а также показательные выступления собак-профессионалов. Как готовятся к событию участники в материале Сарглан Захаровой. Так, у нас есть 5 сумок, в одной из них лежит закладка с имитатором тротила. Сейчас мы попробуем ее найти. Александр дает приказ Альфе. Собака начинает исследовать каждую сумку. На третьей останавливается и встает в позу. Так, мы видим, собака остановилась, то есть она нам что-то указывает. Во второй раз собака подтверждает свой выбор. За хорошую работу она получает вкусное вознаграждение. Александр работает кинологом 1,5 года. Альфа хоть и принадлежит формально аэропорту, но хозяина видит только в нем. У нее такой женский характер, то есть она то есть может вот как-то что-то не понравится ей, то есть она не такая, то есть не собака сидит, ей на все равно. То есть она, видите, допустим, кто-то не понравился, она может как-то посмотреть. То есть такая с характером собака. А так, в принципе, добрая, то есть в дрессировке она полностью послушная, то есть все, вот, видите, ласковая. Собакой-ищейкой может стать любой пес, считает кинолог, но для этого потребуется длительная подготовка. Чего можно добиться благодаря упорным тренировкам, всем желающим кинологи покажут на фестивале «Звездная собака». У нас выступит представитель Белого Бима. Это организация, которая занимается проблемами бездомных животных. Потом у нас выступят профессионалы-кинологи, которые продемонстрируют нам навыки общего курса дрессировки, защитной службы дрессировки и покажут трюки. Потом у нас выступят, конечно же, наши собаки портовские, которые покажут свое мастерство по поиску взрывчатых веществ. И потом мы уже организуем конкурс среди жителей города, в который будут различные этапы конкурса, в которых могут поучаствовать все жители. Похвастаться умениями своих четвероногих друзей смогут и гости праздника. Различные конкурсы, в том числе показ мод, смотры талантов, соберут представителей самых разных пород собак. Сарглана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. О развитии событий в следующих выпусках «Якутия-24». Оставайтесь с нами и удачи вам!